Дали зеленый свет. Владимир Путин одобрил идею разрешить использование в России водительских удостоверений граждан Кыргызстана. Ранее такое же право получили и владельцы белорусских прав. И вот это мы сегодня обсудим с основателем автомобильного интернет-проекта Айбеком Баратовым. Он на связи с нашей студией из Бишкека и с руководителем общественной системы обеспечения безопасности дорожного движения, членом общественного совета при МВД России по городу Москва Константином Крохмалем. Он, соответственно, в Москве, в столице. Уважаемые эксперты, здравствуйте. Айбек, первый вопрос вам. Вот эту новость о том, что одобрили идею разрешить использование водительских удостоверений Кыргызстана в России, как эту новость восприняли у вас? Я думаю, что в первую очередь это коснулось тех граждан или родственников тех граждан, которые непосредственно работают в сфере обслуживания водителями в России. Конечно же, они эту новость восприняли изначально очень болезненно, потому что, это то, чем они зарабатывают себе на жизнь, обеспечивают свои семьи, отсылают деньги обратно в Кыргызстан. Но для большинства, конечно, граждан эта новость осталась незамеченной. Ну вот как раз те поправки, о которых говорил сейчас Айбек, они запрещающие водителям с иностранными или международными правами работать в России, вступили в силу с 1 июня. Константин, вот на ваш взгляд, возвращение киргизских прав в Россию, насколько оно логично? Ну, вы знаете, действительно, здесь две стороны одной медали. Первая, которую я приветствую категорически, то, что действительно нужно поощрять республики наши дружественные, которые идут навстречу и российскому населению, русский язык признают и действительно адекватно реагируют, нормально. Я считаю, что это как подарок президента нашей страны. Это действительно приветствуется. Но есть вторая сторона медали. Дело в том, что всех водителей, как говорится, не обучишь и не проверишь. Я бы в любом случае ввел систему тестирования даже для вот этих уважаемых киргизских водителей. Я ездил на такси перед первым числом до принятия, ездил и с кыргызскими водителями, они действительно адекватные, нормальные люди. Разрешить водителям из Кыргызстана работать в России без ограничений поддержал Совет Федерации. Совет Федерации, по словам его главы Валентина Матвиенко, я даже процитирую, исходя из того, что водительские удостоверения на русском языке и потому, что они знают русский. И вот как раз, Айбек, тут вопрос к вам, насколько хорошо в Кыргызстане знают русский язык? Насколько хорошо знают русский язык, наверное, вы можете судить по мне, о том, как я говорю на русском языке. И могу вас смело заверить, что русский язык у нас знают отлично. Конечно же, граждане из глубинки, так скажем, из населенных пунктов, которые отдалены от центров, областных центров, они говорят хуже. Там они говорят на родном языке, на кыргызском, но при этом абсолютно все понимают, у нас смотрят российское телевидение, у нас смотрит российский интернет, и все информационное поле у нас в большинстве, оно на русском языке. Поэтому в этом проблемы я вообще никакой не вижу. Более того, я от себя добавлю, что в Кыргызстане русский язык имеет статус официального. Константин, а на ваш взгляд, вот вы говорите, вы ездили на такси, в том числе водители из Кыргызстана. Какова доля вообще водителей киргизских на российском рынке труда? И чаще в каких сферах эти водители работают? Это такси, это общественный транспорт, это грузовые перевозки? Где? Вот абсолютно гениальный вопрос вы задали. Сейчас постараюсь объяснить мою позицию. Дело в том, что кыргызские уважаемые мной водители, они буквально последние год-полтора буквально ринулись в Россию. Их процент возрастает и вытесняет таджикских и других водителей, которые приезжают сюда. В основном это, конечно, грузовые перевозки. И вот это главный бич, потому что, например, в Кыргызстане самое безобразное, на мой взгляд, поведение водителей грузового транспорта, которые нарушают сплошь и рядом. То же самое, надеюсь и прогнозирую, будет здесь. Такси более корректные люди, более продвинутые. Кыргызские товарищи, они приезжают с семьями, прекрасно знают русский язык. Но еще раз говорю, что мало кто знает, есть
такая 1968 года Венская конвенция по автоправам, которая предусматривает определенные критерии по выдаче международных прав и так далее, то до 2015 году, если вы не верите, можете посмотреть и кыргызские средства массовой информации, права, которые выдавали в Кыргызстане, они исключали несколько пунктов обязательных и так далее. Плюс и у них не было срока годности, они вообще были без срока годности. Только сейчас их приравнивают вот в последнее время к международным правам. До этого это, на мой взгляд, это была просто бумажка, с которой нельзя было въезжать в Россию. Сейчас ситуация поправляется. Вот, как мой коллега абсолютно правильно сказал, что в России в деревне плохо говорят, что в Кыргызстане в глубинке плохо говорят. Вот поэтому нужно уравнять товарищей, которые приезжают в Россию на заработки, в совершенно другой склад, совершенно другой ритм, особенно в Москву. Их нужно обязательно тестировать. Это моя позиция очень строгая. Это относится ко всем. И здесь нет никаких отдельных выделений любимчиков, нелюбимчиков и так далее. Закон должен быть один. А безопасность в России для меня превыше всего. Ну вот мы раз за разом возвращаемся к вопросу о знании языка. И вот тут глава комитета по делам СНГ Леонид Калашников, опять же, процитирую его слова: «Знание русского языка способствует хорошему знанию правил дорожного движения». Айбек, вы с таким заявлением согласны? Я скорее не соглашусь с таким заявлением, потому что, ну, знаете, я прожил достаточно долгое время за рубежом, в Европе, и попутешествовал по странам. Могу с уверенностью сказать, знание русского языка никак не способствует знанию правил дорожного движения. Правила дорожного движения – это закон. Закон, который нужно соблюдать. Наши же граждане, которые нарушают, например, здесь у нас, в Кыргызстане, выезжая на территорию, скажем так, соседнего Казахстана, почему-то мгновенно перестают нарушать правила дорожного движения. Почему это так происходит? Потому что есть, наверное, процесс, который работает. Есть принцип неотвратимости наказания, который работает в соседнем Казахстане. И они молодцы, они этого добились. Мы сейчас находимся на пути, да, к этому всему. И мы видим, насколько сейчас мы меняемся. Если сейчас взять ситуацию, и сравнить ее там, с 10 годами ранее, то ситуация абсолютно поменялась. Люди стали по-другому относиться в целом к дорожной безопасности. И сейчас это все больше и больше с развитием технологий, с развитием интернета, каких-то вот способов коммуникаций, ситуация меняется реально. Вот. Поэтому я думаю, я согласен, да, я согласен его знание, с коллегой. оно вот никак. Вот на самом деле иностранцы могут приезжать, они же, правильно? И они могут спокойно... То есть это закон нужно соблюдать, неважно откуда вы, на каком языке вы говорите и в какой стране вы пребываете. Ну, действительно, общие правила. Вот как раз, Константин, вернемся к тому, о чем говорил сейчас Айбек, о чем говорили вы. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, по его мнению, водители с удостоверениями из Кыргызстана ДТП не допустят. Почему? Опять же, его слова. Мы изучали подготовку водителей в Киргизии. И, видимо, по его та подготовка удовлетворила, он считает ее достаточной. Я с уважением отношусь к его мнению, но я категорически не согласен. Мало что там где. Я еще раз говорю, здесь Россия. У нас есть свои правила. Если ты прекрасно водил в Лондоне, в Киргизии и в другом регионе, в Ямайке, то когда ты приезжаешь в Россию, все равно должен тестироваться именно нашим внутренним правам. А вот коллега абсолютно правильно сказал, вот я хотел подчеркнуть, что действительно я тоже так же думаю, что неважно какой русский язык и так далее, водитель, который приезжает сюда, он должен соблюдать правила дорожного движения, абсолютно правильно сказал мой коллега. И второй момент, он должен грамотно читать дорогу, он должен вести себя адекватно. А откуда он приехал, это не важно. Но вот уровень человека, который уровень водителя, его компетентность, квалификация, ее можно понять только протестировав в российских автошколах, в ГАИ и так далее. Тем более это все сейчас делается бесплатно. Любой водитель из Кыргызстана может бесплатно прийти в ГАИ, ему там создадут прекрасные условия, он может протестировать и скажут: да, дорогой товарищ, ты прекрасный, пожалуйста, бери права российские и езжай, и работай здесь. И в любом случае компетенция
компетенция, квалификация определяется соответствующие органы. А по поводу того, что верить на слово, я считаю, что нельзя верить на слово никому. На это и существует закон. Ну, Константин, в продолжение вот нашего разговора, есть еще один аспект, который наверняка важен, не наверняка, он действительно важен. Россия, Кыргызстан, знаете, члены Евразийского экономического союза. И вот с точки зрения внутрисоюзной интеграции, вот эта отмена ограничений для водителей с удостоверениями из Кыргызстана, насколько это важно? Только коротко, у нас не очень много времени осталось. Дело в том, что наш союз предусматривает то, что будут единые стандарты на дорожную разметку. Вот я, собственно, об этом и говорю. Абсолютно правильно вы сказали. Вот этот вопрос самый главный надо делать. То, что если будет единый стандарт, то и будет все нормально. А в Европе единый стандарт, и поэтому там проще из одной стороны в другую переезжать, там никаких механизмов, кроме штрафов, нет. Нам нужно тоже в нашем союзе предусмотреть именно интеграцию общую, чтобы человек не чувствовал, переехал он в Кыргызстан, Белоруссию, в дружественные наши партнерские государства, и он ощущал себя так же, как в Москве и в своей родине, и не ощущал отличия. Айбек, согласны с такой точки зрения? Я, да, конечно же, скорее всего, соглашусь с такой позицией. Да. Спасибо. Спасибо нашим экспертам, основателю автомобильного интернет-проекта Айбеку Баратову и руководителю общественной системы обеспечения безопасности дорожного движения Константину Крохмалю. Меня зовут Алексей Мельников. Всего доброго, до встречи.